Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Утро доброе, эхо Москвы в Уфе. Лилия Клюковская. Дарья Кучеренко. Сегодня у нас женский дуэт, который будет контролировать Никита Полянин, дабы мы не вышли за временные рамки нашей программы. Сегодня 11 декабря, эхо Москвы в Уфе, Уфимский разворот. И, естественно, нашу передачу разделит на до и после выпуска новостей в середине часа. Да, нам можно писать смс-сообщение, номер +7 927 304 10 51. Ну и нас можно смотреть в Фейсбуке и на Ютубе, там, как обычно, прямая трансляция. Я думаю, что мы проанонсируем темы, которые сегодня обсудим. У нас их как-то много набралось за выходные. Богатые выходные дни. Ну, во-первых, прошел съезд башкирского народа. Это довольно крупное мероприятие, ежегодное. И мы свяжемся с одним из организаторов, лидером организации «Башкорт» Русланом Габасовым, который расскажет, как и что там было. Там полицейские даже вмешались в конце этого съезда в ход происходящего. Мы почитаем, что писали интернет-СМИ. Ну, во-первых, про вертолет очень интересное дело. Якобы 200 миллионов там похитил. Фактически Рустем Хамитов, фактически его обвиняют журналисты. Еще поговорим про 300 тысяч рублей в качестве выплаты за первого ребенка, который не удается использовать как выплату, да, за ипотеку. Об этом сообщают местные жители. Про акцию феминисток в Уфе поговорим. Почитаем интервью с жителем Башкирии, который поехал воевать в Сирию. Ну и если успеем, еще про Рудольфа Нуреева, конечно, вспомним. Все это в течение нашего эфира. Давайте мы, наверное, Лили, начнем с вызвана. Будем дозваниваться до Руслана Габасова, лидера организации «Башкорт» и одного из участников активных этого съезда башкирского народа. Он нам расскажет, что и как. Ну, я на съезде не присутствовала, пыталась смотреть трансляцию у Стаса Михайлова, который туда ходил, но вот Стас, к сожалению, заболел, не может нам рассказать, что там и как происходило. Я, честно скажу, конечно, ну, практически ничего не понимала, потому что было на башкирском, но в социальных сетях «Башкорт» написала на русском, как происходило все это. Ну, у нас есть возможность задать Руслану Габасову вопросы. Доброе утро, Руслан. Доброе утро, Дарья. Вы в прямом эфире. Мы хотим узнать вместе с Лилией Клюковской, которая тоже здесь, как проходило вчерашнее ваше мероприятие, съезд башкирского народа. Во-первых, посвятите вообще и нас, и радиослушателей, что это за такое мероприятие, зачем оно проводится? Ну, наш съезд уже проводится второй раз. Цель данного съезда заключается в том, чтобы в очередной раз объединить башкирскую общественность, чтобы на этом съезде люди не только поднимали вопросы, но и знакомились, обменивались связями. Ну и, соответственно, естественно, в первую очередь, конечно, поднятие наиболее важных вопросов, которые не поднимает общественность, другая мнимая общественность. Хотели показать власти, что есть не только особо приближенная общественность в виде Всемирного Курултая Башкир, общественной палаты, но есть и другая общественность, которая также поднимает и решает вопросы, которая влияет. Руслан, а на какие вопросы все-таки были на повестке? Вот мнимые, не мнимые, какие вопросы все-таки обсуждались? Обсуждались вопросы такие, как основные вопросы у нас были заявлены заранее. Это федерализм. Из-за того, что было недавно бывшим министром финансов Кудриным заявлено о том, что Татарстан хотят объединить в Ульяновской области. Но потом было уже опровергнуто полпредом Бабичем. Ну, в любом случае данные вопросы, они возникают. А языковой вопрос обсуждались на съезде? Естественно, языковой вопрос был поднят также. Это была одна из основных тем. Таратау. Вновь начались нападки на Таратау. Мы там опубликовали уникальные документы, которые нам прислали анонимно. Что за документы? Да, уникальный документ, подтверждающий то, что будет в самое ближайшее время вновь нападки на Таратау, очень серьезные. Руслан, скажите, а вот
вы сказали, что ваше мероприятие — это как альтернатива официальным каким-то мероприятиям, где собираются представители башкирских организаций. А на вашем съезде вот сколько было человек и кто эти люди? Это представители каких-то организаций или просто вот башкиры, которые приехали из разных районов? Во-первых, было более 200 человек, как и в прошлом году. Да, представители разных организаций были приглашены, с других регионов приехали, были вот в Челябинской области башкиры, с Москвы, с Казахстана, были гости казахи с Казахстана, были представители чувашского народа, то есть такой вот расширенный был съезд. Угу. Скажите, пожалуйста, вы там традиционно принимаете резолюцию в конце съезда. В этот раз что было в резолюции? Ну вот эти основные вопросы были по Таратау, по языку, по федерализму. Ну и было заявление о том, что башкирская общественность, и в том числе башкирская общественная организация «Башкорт», которая организовала съезд, собирается участвовать в выборах в Госсобрании Курултай, выдвигать своих кандидатов. Руслан, а полиция присутствовала как представители общественной организации, общественность, находящейся на территории республики, или по какому-то другому поводу посетили ваше мероприятие? Полиция, естественно, присутствует всегда по своим без мотивам. Приглашения? Без, конечно, приглашения. И в этот раз они нам, я не знаю, что... Либо это была попытка сорвать съезд, но она, если не получилась, в самом конце они пришли, в общем, не очень неубедительно, тихо всем сказали, что якобы бомба, надо расходиться. Собаки были? Обычно нет, не было. Ну, сказали, скоро приедет, расходитесь, скоро приедет. А они сказали, откуда они узнали о бомбе? Нет, позвонили якобы. Анонимный звонок? Ну да. Ну и как, вы подчинились действиям полиции? Мы уже, в принципе, все уже расходились. Просто они нам помогли еще быстрее, скажем так, сверстать конец мероприятия. Понятно, Руслан, спасибо вам. Спасибо за информацию. Это был Руслан Габасов, по-моему, он зампредседателя организации «Башкорт», если я правильно помню, и он один из организаторов съезда башкирского народа. Вот эта тактика, конечно, не знаю, может быть, надеюсь, что там не было бомбы. Честно говоря, лучше бы, по мне, лучше бы, если бы это было неправдой. Но вообще если бы это было правдой, мы об этом бы узнали. Это точно. Но, с другой стороны, мы знаем, что в последнее время часто сообщения о том, что заложена якобы бомба в каком-то здании, и это уже никого не удивляет. Но есть еще одна сторона медали, когда проходят какие-то мероприятия, которые не очень нравятся власти. Как-то получается, что там идут звонки с сообщениями о заложенной бомбе. Так происходит, например, в Санкт-Петербурге регулярно, когда проходит кинофестиваль Артодокфест. У них каждый раз оказывается бомба заложена. Дарья, осенью ведь и не только на мероприятиях было это заявлено. Помните, сколько торговых центров эвакуировали? Да, я об этом тоже говорю. Больше всего пугает, когда это касается школьных учебных заведений, детских учебных заведений. Это действительно страшно. Я думаю, что можно будет еще дозвониться до полиции, пока они официального какого-то комментария по этому поводу не опубликовали. Давайте пойдем дальше. У нас есть много чего почитать. Во-первых, сюжет, вышедший на федеральном телеканале. Мне кажется, это как, знаете, Лили, я в советское время не жила, но знаю из истории. Если в советское время в газете опубликовали, девочки, значит, мой правда. Камень, огород. Мой огород камень. Мне кажется, что если где-то по федеральному каналу показали, то уже неспроста. Как-то все сразу так напряглись, если показали. Любая новость вызывает гордость. Уфу, наконец, не спутали с Бурятией. Федеральные СМИ обнаружили пропажу 200 миллионов рублей на вертолетном кластере Хамитова. Вы этот сюжет посмотрели или? Я смотрела сюжет, иногда он вызывает такие, знаете... во-первых, нас уже не удивляет пропажа денег. Начнем с этого. Мы долго смеялись над этим сюжетом, посмотрев, потому что там его даже поделили, кто выделил федеральные деньги, по-моему, 130 миллионов, или 200 миллионов. У меня этот сюжет вызвал только некое воспоминание о том, что был у нас построен вертолет из колбасы. Возможно, просто эти деньги ушли на эту колбасу. У нас же там еще и Чак-Чак самый большой хотят построить.
Но я, насколько поняла из этого сюжета, были действительно выделены федеральные и республиканские деньги на то, чтобы создать кластер такой по вертолетостроению. И, в общем, деньги выделили, кластер не построили, непонятно, куда деньги ушли. По сути, весь сюжет построен на рассказе одного человека, который должен был строительством вертолетов заниматься, и он говорит, что вот посмотрите, все по бумагам должно быть. В голубом вертолете. Пролетели как фанера над Парижем, говорят авторы этого телесюжета. Но вы знаете, что мне не очень понравилось, может быть, с точки зрения журналистики, это то, что не представлена вторая сторона вообще. Да. То есть, по сути, это просто рассказ одного человека. Комментариев. Наверняка сегодняшние средства массовой информации эту новость не оставят без внимания. С другой стороны, то, что не представлена вторая сторона, не отменяет тот факт, что это расследование может быть, назовем это расследованием, может быть действительно достоверным, и то, что эти деньги действительно могут быть похищены. Мне кажется, что в этой ситуации, конечно, власти должны официально прокомментировать. То есть у вас нет надежды на то, что они будут обнаружены, эти деньги, неожиданно? Они все в колбасу ушли, я думаю. Что еще писали СМИ? Банки Башкирии отказываются принимать сертификат на рождение первенцев. Это пишет про Уфу. Здесь, правда, тоже история, построенная вокруг рассказа одного человека. В редакцию про Уфу обратился уфимец Тимур Абдуллин. По словам молодого отца, банки требуют, чтобы родители сначала сами внесли определенную сумму, лишь после этого кредитная организация может принять в качестве платежа сертификат. То есть, получается, вот эта программа по выделению 300 тысяч рублей на первенца, она заработала, уже порядка 900 семей получили деньги. Им обещали, вот если верить словам Тимура Абдуллина, им обещали, что это можно использовать в качестве первоначального взноса, однако они приходят в банки, вот в Уралсиб, в Сбербанк обращался этот мужчина, и им говорят, нет, вы сначала внесите 300 тысяч рублей наличными, да, или там переведите их, а потом уже мы возьмем ваш сертификат. Я полагаю, история немножко не совсем так, как был представлен участникам, имеющим этот сертификат, просто как представитель финансовой структуры могу добавить. Конечно, у меня нет пока истории с клиентами, которые принесли сертификат на первого ребенка, но даже то, что касается сертификата на материнский капитал, действительно, многие банки придерживаются мнения, и я считаю это правильным, о том, что помимо внесения денег в качестве материнского капитала по первому взносу, необходимо добавить и 5%, иногда 10% собственных средств. Это в какой-то мере показывает, что семья действительно способна платить дальнейшие платежи, дальнейшую ипотеку и кредит, потому что, ну согласитесь, допустим, у семьи нет денег, 300 тысяч они внесли в качестве материнского капитала, а последующие очередные платежи, каким образом они будут платить? Ну, есть же справки о доходах, есть справки о твоей зарплате официальные, выписки со счетов. В общем-то, это разве не показывает, сколько это показывает, сколько денег? У него денег, но иногда молодые семьи не справляются с той нагрузкой, которая возникает у них с ипотекой. Я не знаю, каковы цифры, но я знаю, что ипотека разбила многие семьи только потому, что они просто финансово не справились. То есть это такая система безопасности? Это система безопасности, и я бы так сказала, если человек, просто как финансист, если человек планирует взять ипотеку, попробуйте просто 6 месяцев откладывать те деньги, которые вам, возможно, в дальнейшем предложит банк. Просто попробуйте жить с этим, а не идти сразу в банк. С другой стороны, если государство действительно тебе обещает, что эти 300 тысяч рублей можно использовать в качестве первоначального взноса, оно не отказывается от этого. И ты потом приходишь, а тебе банки не одобряют, это говорит о том, что государство не проработало этот момент, то, что оно это не обсуждало с банками, не представляло себе реализацию. Давайте еще обсудим такой момент. Те банки, о которых они говорили, это федеральные банки, и наверняка они просто не провели пока новые программы. То есть, возможно, это будут вот сейчас, в этом году обсуждаться на период следующего кредитования. Они просто не брались в программу. То есть подождать надо? Да, надо подождать, потому что 300 тысяч выделяют только в Башкирии на рождение первого ребенка. Ну, я думаю, что программа еще будет действовать, она там 2018 года, и будет возможность еще посмотреть, как если она материнский реализуется. капитал продлили, я думаю, продлят и это. Это да. Что еще? Еще мы хотели вам рассказать про акцию башкирских феминисток. Есть такая организация, Башфем она называется. Мы не зря сегодня вдвоем с Дашей. Как показатель, да, результативности работы этой организации, можно Мы отправили Максима на отдых и решили, что сегодня власть в наших руках. По крайней мере, микрофон. Так
Так вот, эта акция, которую провели башкирские феминистки, она в чем выражалась? Они на фонтан 7 девушек, на вот эти скульптуры повесили таблички. Вот они их или дали им в руки, вот я не знаю, кстати, как они их так закрепили, но вот фактически, вот посмотрите, девушка прям держит этот плакат. И здесь довольно серьезные вещи. Здесь, в принципе, даже, знаете, не про гендерное равенство или неравенство, здесь про насилие над женщинами. Ну, например, вот один из плакатов: все женщины в течение жизни сталкиваются с домогательствами на улице, на работе. Не только в Башкирии. В университете. Да, здесь не упоминается Башкирия, как особенный регион. Более 1 миллиона женщин вовлечены в проституцию. Причиной этому спрос мужчин, считают башкирские феминистки. Есть Нам спрос, нужен есть закон о криминализации клиента. Вот как. Следующий плакат у них: 14 тысяч женщин в год погибают от домашнего насилия. Вот это страшно. В России нет закона об этом. 3050, не вижу точно цифру, потому что загнулся здесь угол этого плаката. Но, в общем, тысячи в год подвергаются изнасилованиям. И лишь небольшая часть обращается в полицию, и только в одном из 3 случаев возбуждается уголовное дело. Вот этот плакат, вы знаете, вызвал у меня внутренние дискуссии. Да? Порно и повсеместная объективация вредят женщинам, повышая уровень жестокости к ним в обществе. Начала читать комментарии под этим постом и пишут, что, в общем, вот как вы говорите, есть спрос, есть предложение, но ведь такие фильмы смотрят не только мужчины, женщины ведь тоже смотрят. Что, не знаю, просто только мужчины лишь не обращаются в полицию, Дарья. Им влом идти в полицию и заявлять, что их изнасиловала женщина. И вот, кстати, мужчины не проводят подобные акции. И, кстати, в Башкирии нет союза башкирских мужчин. Вот у нас есть 2 союза женщин. Меня это всегда удивляет. Мне интересно, они так же, вот как наш предыдущий оратор Руслан Габасов сказал, что есть альтернативные и неальтернативные союзы башкир. А вот чем занимается союз башкирских женщин и чем занимается союз женщин Республики Башкортостан? У них какие-то вот параллельные... Они мероприятия проводят. Вот мне, честно говоря, даже интересно. А нельзя их просто вот объединить и вместе поднять вопрос о гендерном равенстве или неравенстве? Не знаю, вот это сложно. Возможно, у них нет позиции даже по этому вопросу. Возможно, у меня есть такое ощущение. Ну, также у нас есть 2 союза писателей, 2 союза художников, поэтому у нас как-то все параллельно. Все вокруг в союзах. Но по поводу, кстати, акций мужчин, это действительно интересно. Обычно в спорах про феминизм мужчины приводят аргумент, что они тоже подвергаются гендерному насилию. И я тут, кстати, с ними согласна, да, гендерным стереотипам и так далее. Но мужчины почему-то не выходят на акции. Дальше плакат: 4000 материнских смертей в год, результат запрета абортов в СССР. И это повторится, если церкви удастся их запретить. Еще что-то есть, прям много плакатов. Один держит в руках уже 2 живые девушки, не скульптуры. 7 кыз, 7 девушек в башкирской легенде стали жертвами мужского насилия. Вот какая идея. Вот почему они вышли к этому памятнику, к этому фонтану. И про зарплату женщин, которая меньше, чем у мужчин, тоже есть плакат. В принципе, все. Вы знаете, я тут в конце недели посмотрела дебаты на телеканале БСТ. Честно говоря, случайно на них наткнулась. Вообще, в принципе, какие-то дебаты и дискуссии на БСТ для меня даже удивительны сам факт их. Я не видела. Там были мужчины-эксперты? Да, там был мужчина-эксперт, там вообще 3 человека было. Значит, первое — это башкирская феминистка. Второй — это, кстати, человек, который приходил к нам в программу на дебаты по поводу по поводу семейных ценностей. Да, вот такие у нас были дебаты. В общем, он психотерапевт, работающий в больнице, в одной из больниц Уфы. И была Евгения Машко, в общем, известная телеведущая. Она была как раз, я так понимаю, со стороны тех женщин, которые говорят, что, в принципе, гендерного неравенства у нас в стране нет. Была не очень понятно заявлена тема. Вначале ведущий сказал, что мы поговорим сегодня о том, существует ли гендерное неравенство. То есть, понимаете, не есть ли проблема вообще с гендерным равенством, а существует ли гендерное неравенство. И голосование, которое было запущено для зрителей БСТ, было еще более странным. Оно называлось «Есть ли угроза семейным ценностям?». И вообще посыл был такой: угрожают ли феминистки сегодня семейным ценностям. И как часто это бывает в программах на БСТ, в конце ведущий делает вывод, и он говорит следующее:
Ну вот между тем 80% телезрителей БСТ считают, что есть угроза семейным ценностям. И обратился он к психотерапевту. Я думаю, вот над этим вам надо думать и эту проблему решать, а не ту проблему, которую он предлагал решать. Это насилие в семье, это, в общем, дискриминация женщин там, и так далее, и так далее. То, с чем приходят к нему пациентки, как он говорил. Вся проблема в головах у женщин. В общем, как-то такой вывод был странный. Для меня вообще странные выводы в дебатах. Мне кажется, выводы должны делать зрители и слушатели, а здесь получается, что ведущий сам решил, зачем БСТ проводит такие программы, если у них уже есть готовый ответ на все вопросы. Мне, конечно, непонятно. Всё по сценарию. Но в целом довольно интересно в том смысле, что дали высказаться и феминисткам, знаете, дали высказаться и психотерапевту, который сказал вообще о том, да, с какими проблемами сегодня приходят. И он говорил очень много про домашнее насилие, кстати говоря, и про давление родителей на девушку, особенно если это мусульманская семья. И про давление на мужчин тоже говорил, кстати, конечно. Мы буквально на прошлой неделе с Максимом обсуждали ситуацию насильного аборта девушки. Поэтому, знаете, конечно, здесь есть понятие женского насилия в республике в отношении части гендерного равенства или неравенства. Ну, тут абсолютно спорный вопрос, и он не имеет отношения к территории нашего проживания. По поводу, кстати, абортов, просто в двух словах скажу, что мы над этой темой продолжаем работать, и сейчас постараемся получить комментарии от разных структур и ведомств, которые ответственны, собственно, да, за поднятие таких дискуссий и вопросов. Но у нас с вами уже скоро московские новости, а затем местные новости. Мы сейчас на них прервемся. Я напомню, что нам можно писать +7 927 304 10 51. Но вот, кстати, нам тут писала тетя Роза по поводу, правда, башкирского языка, вот, и отсылает нас к эфиру с Бигновым. Эфир с Бигновым, с депутатом, был у нас на прошлой неделе, действительно очень интересный эфир, рекомендую вам. Ну, в общем, мы сейчас прервемся на новости, после чего продолжим, у нас еще много тем осталось. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков. В эфире новости. Прощание с известным актером театра и кино Леонидом Броневым пройдет сегодня в театре Ленком. Церемония начнется в 11 утра. Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Броневой скончался в минувшую субботу на 89-м году жизни. Премьера балета «Нуреев» прошла в Большом театре. В первый день, когда на показе присутствовали бизнесмены, политики и даже высокопоставленные чиновники, хореографы и композиторы этого спектакля вышли на сцену в футболках с портретом режиссера Кирилла Серебренникова. Так они напомнили, что постановщик Нуреева сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу. Администрация театра не приветствует такого проявления солидарности, сказал «Эхо» генеральный директор Большого Владимир Урин. Я лично это не поддерживаю, потому что все-таки мы занимаемся спектаклем, при этом никто никакого имени Серебренникова не скрывает. Все знают ситуацию, в которой находится Кирилл. Более того, театр обращался в Следственный комитет с просьбой разрешить Кириллу репетиции. И мы все это абсолютно транслируем, не скрывая своей позиции. Но спектакль есть спектакль. И мне кажется, что устраивать политический митинг не надо. Это право людей, в данном случае абсолютно свободных от театра, и Юры Посохова, и Ильи Демутского. Они захотели выйти в этих майках, это их право. Урин добавил, что никакого наказания для автора спектакля со стороны администрации Большого не последует. Прения по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина перенесены на завтра. Это связано с болезнью адвоката подсудимого. Так и решила судья Елена Поликина. Суд Южно-Сахалинска еще в марте приступил к рассмотрению по существу этого дела. Экс-губернатора, а также ряд его бывших подчиненных обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Сам Хорошавин вину отрицает.
МИД Украины назвал инцидент во Львовской области попыткой сорвать визит польского президента. Неизвестные пытались подорвать там автобус с польскими номерами. Как пишет пресса, автобус перевозил польских туристов, но в момент инцидента никого в салоне не было. Президент Польши Анджей Дуда должен в среду посетить Харьков, где запланирована его встреча с президентом Украины Петром Порошенко. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев признать статус Иерусалима как столицы еврейского государства. А после того, как США на прошлой неделе поддержали в этом вопросе сторону Израиля, на палестинских территориях вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений по меньшей мере 4 человека были убиты, более 1000 пострадали. Как считает Нетаньяху, только в случае признания статуса Иерусалима возможен мир. Памятную доску в честь Александра Солженицына откроют сегодня в Москве. Она установлена на доме по Тверской улице, где жил писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе. В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. В Москве сейчас 2 градуса выше нуля, давление 739 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидаются небольшие осадки, 0+2. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1... Реклама. Первым делом открою свое дело. Удобное расположение идеально для моего бизнеса. Собственность от надежного застройщика. Коммерческая недвижимость в Уфе от Первого треста. 222 0111. 1трест.ру. Игорь Соленый переезжает в новую квартиру. То есть так. С ипотекой без первого взноса за 520 рублей в день Игорь Соленый переезжают в свою новую квартиру. Группа компаний «Госстрой». Своя квартира по цене аренды. Звони 285 2055. Госстрой.инфо. Заем предоставляет ООО «Госипотека». Ставка 9,9% годовых. Срок займа 30 лет. Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Застройщик ООО «Генерал». Проектная декларация на сайте general.ru. Предложение не является офертой. Я никогда не останавливался на достигнутом. Всегда хотел большего. И тут пришли они. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа. ООО «Финам Уфа». Улица Цюрюпа, 75. Телефон 216 11 22. Открой журнал «Дилетант», познай свою страну, ощути ее причастность к мировым событиям и оцени историческое предназначение. В журнале ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации, историю, оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы, куда сходить и во что поиграть. Журнал «Дилетант» проведет тебя по лабиринтам истории и поможет понять суть событий. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. У микрофона Дарья Кучеренко. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. АФК-система направила в арбитражный суд Москвы встречный иск к Роснефти и Башнефти о возмещении ущерба в размере 330 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте корпорации, система обвиняет ответчиков в попытке доведения до банкротства. Напомню, ранее Роснефть и Башнефть подали в арбитраж Башкортостана новый иск к АФК о возмещении убытков в размере 131 миллиарда рублей. Истцы намерены взыскать дивиденды, которые якобы система вывела из Башнефти в период с 2009 по 2014 годы. В АФК сообщают, что компания вынуждена предпринять действия для защиты законных интересов корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров. В системе также отмечают, что холдинг готов к урегулированию конфликта между компаниями. Вчера в Уфе общественная организация «Башкорт» провела второй съезд башкирского народа. По данным организаторов, мероприятие посетило около 200 человек из разных районов и городов республики, а также из Челябинской области, Москвы и Казахстана. На собрании обсуждались темы изучения башкирского языка и сохранения шиханов. Активисты также заявили, что намерены выдвинуть своих представителей кандидатами в депутаты на выборах в Курултай республики. Как сообщают организаторы, в съезде участвовал общественный деятель, публицист Айрат Дильмухаметов, который недавно вышел из тюрьмы. Он был осужден по статье «Публичное оправдание терроризма». В Башкорте также рассказали, что в конце собрания появились сотрудники полиции, объявили о том, что в здании якобы заложены бомбы и присутствующим необходимо покинуть помещение. Но на момент сообщения мероприятие уже закончилось, и все и так разошлись, рассказал «Эхо» один из организаторов Руслан Габасов.
В минувшую субботу в Уфе на площади перед Дворцом спорта прошел митинг обманутых дольщиков. Как сообщает агентство «Медиакорсеть», изначально на акцию планировали собраться представители от разных объектов. Однако, как пишет портал, из-за разногласий с организаторами на площадь вышли лишь дольщики жилого комплекса «Миловский парк». Общее число участников составило около 400 человек. Председателем Государственного комитета Башкирии по внешнеэкономическим связям назначен Руслан Мирсаяпов. Глава региона Рустем Хамитов подписал соответствующий указ. Ранее Мирсаяпов занимал пост министра республики. Еще одно назначение произошло в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Заместителем министра назначен Владислав Туманин. До этого он руководил фондом жилищного строительства региона. Вчера на выезде футбольный клуб Уфа уступил Ростову в 20-м туре чемпионата России по футболу. Счет встречи 1-0. Уфимцы занимают 6-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч ФК Уфа проведет уже в следующем году, 4 марта, с московским «Динамо». Также накануне в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над Ярославским «Локомотивом». Итоговый счет встречи 3-2. 18 декабря в Казани уфимцы встретятся с «Акбарсом». И о погоде в Уфе. Температура воздуха сейчас минус 14 градусов, в течение дня минус 13, минус 11, переменная облачность. Дарья Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Мы продолжаем «Уфимский разворот». В студии Дарья Кучеренко, Лилия Клюковская, Никита Полянин. Нам можно писать смс-сообщение +7 927 304 10 51. Нам вот Сергей пишет: расскажите, пожалуйста, как прошла встреча с Плющевым, много ли народу пришло? Я могу сказать, что посмотреть ее можно у нас в Фейсбуке. Да, на странице. Оттуда была прямая трансляция. Я думаю, что если вы все увидите своими глазами, у вас будет более объективная картинка, чем если бы я даже вам рассказала. Давайте мы поговорим о том, о чем запланировали поговорить во второй части. Но, во-первых, по поводу зарплаты. Мы тут с Лилией даже бурно это обсуждали перед эфиром. Дело в том, что министр труда Республики Башкортостан Ленара Иванова сказала о том, что зарплата в Башкирии с января следующего года должна быть не менее 10 912 рублей 35 копеек. Вот так. Если у вас 34 копейки, уже можно жаловаться работодателю. Иначе говоря, зарплата, минимальная зарплата в Башкирии поднялась на 15%. Сейчас уральский коэффициент не будет включен в тот МРОТ, и, соответственно, мы стали богаче на 15%. Да, исчисление производится так, пишет, например, портал про Уфу: 9489 рублей плюс 1423 рубля. Причем тут Ленара Иванова, я так понимаю, достаточно эмоционально заявила, что все, дискуссии закончились, в общем, 10 900 рублей и не ниже. Честно говоря, меня вообще удивляет, что могут вестись дискуссии о том, чтобы зарплата была не ниже 10 900 рублей. Ну, это же прям вообще... Ну, видимо, наша министра это очень сильно тревожило, потому что она объявила об этом аж в соцсетях, не стала дожидаться официально понедельника. Да, зарплата поднялась, я не знаю, куда люди будут ее теперь тратить, поднимутся ли теперь квартплаты. С января месяца, насколько я понимаю, на 3% аж поднимется пенсия у наших пенсионеров. Заживем. Заживем. Более того, она поднимется не у всех, по-моему, пенсионеров, если я не ошибаюсь, дабы, чтобы меня бабушки не съели сегодня в очереди за кумертаускской колбасой. Поднимется она только, по-моему, у пенсионеров военных. Ну, тема, конечно, да, для обсуждения. Сегодня, я думаю, все СМИ будут об этом говорить. Ну вот скажите, Лилия, откровенно, вот вам кажется, что 11 тысяч рублей — это действительно тема для какой-то гордости, повод для гордости? Это, наверное, повод для 15-процентной
вот этого коэффициента гордости, потому что, ну, действительно, раньше, давайте тогда говорить правильно, раньше несправедливо считали башкирскую зарплату. Некоторые считали, что российский МРОД должен был включать вот эти региональные проценты, на что, например, северяне говорили: подождите, а если мы будем находиться на севере, в нашем МРОД тоже должны войти те 40 или там сколько там, 27% коэффициента, но это же несправедливо. И мы же говорим только о зарплате одного человека, давайте умножим это на миллион, на 7 миллионов жителей, поэтому, да, республика потеряет очень большую сумму. Может быть, те 200 миллионов на вертолете, они вот прям вот туда уплыли, улетели, все что угодно. У нас получается минимальная зарплата 11 тысяч будет, а при этом средняя зарплата там около 30 тысяч. Ну, какой-то очень большой, мне кажется, разброс. Максимальная сколько же у нас тогда? Интересно. Очень сложно говорить о какой средней зарплате и вообще кого считают, когда говорят о средней зарплате в Уфе. Ну вот я вчера разговаривала с ИПшниками, пыталась их порадовать, что обычно ведь например, у работников торговли всегда говорят: у вас будет 1 оклад плюс процент с продаж. На что ИПшники мне сказали, что, скорее всего, нам просто сделают теперь 0,5 оклада, дабы не платить 11, и остальное будет все процент с продаж. Ох, да. Ну, давайте про зарплаты, которые повыше, поговорим. На Проуфу.ру сегодня я часто обращаюсь к этому порталу. Вышло большое интервью с уфимцем, воевавшим в Сирии. И цитаты вынесены в заголовок: «Люди едут воевать с террористами не от хорошей жизни». Алексея, свое настоящее имя он просил не публиковать. Мы не искали специально для этого материала, пишет автор Мереке Ульманов. В редакцию Проуфу.ру 36-летний мужчина позвонил сам с предложением рассказать о своей командировке в Сирию. Вообще он не планировал давать интервью журналистам, но делать ему приходится это, потому что, как считает наш герой, СМИ якобы называют некорректные суммы выплат за участие в военной операции и количество погибших российских бойцов. Уфимец рассказал нам и нашим читателям, читателям портала Проуфу, как проходила его служба на Ближнем Востоке, какую работу выполнял на самом деле и как его обманывали сирийцы. Ну, и здесь большое интервью, я прочитаю что-то из него, безусловно. Во-первых, как попал в Сирию этот человек. Есть такая контора в Краснодарском крае, ЧВК «Вагнер», довольно известна, очень часто она, кстати, появляется в СМИ, когда говорят о тех, кто едет воевать в Сирию. В интернете пишут, что они ведут вербовку, но все это бред, никакой вербовки нет. Туда просто так человек не попадет. Там есть своя служба безопасности. Человека сразу спрашивают, откуда он узнал об этой компании. Тебя кто-то должен туда порекомендовать и потом нести за тебя ответственность. Приходишь, подписываешь условный контракт, в котором много обязательств, по зарплате ничего нет. То есть условий по зарплате не прописано. Однако, как рассказал дальше в этом интервью этот человек, получал он 240 тысяч плюс, сейчас скажу, 50% в качестве премии. И интересно, вот а премия — это тоже какой-то процент от отстрела, от количества пуль потраченных? Вот как эта премия начисляется? Мне очень интересно. К сожалению, он не уточняет, как. Пишет про Уфу, что деньги получают только по возвращении из командировки. И вот этот человек по имени Алексей говорит, что кто-то пишет, мы получаем 150, кто-то говорит, что 240. Я вот не очень понимаю его мотивацию. То есть он захотел рассказать, что на самом деле не 150 тысяч, а больше он получает. Именно поэтому он обратился в редакцию про Уфу. То есть, по-моему, на прошлой неделе кто-то в соцсетях обсуждал зарплату сенатора Гумеровой, да, и говорил, что она в день получает 109 тысяч. Ну вот теперь представьте работу сенатора в день и зарплату наемного человека в Сирии за 240 в месяц. Ну, тут еще можно выбрать, на самом деле. Да, пойти в сенаторы, наверное, все-таки интереснее. Еще этот человек что говорит, почему он пошел, собственно, на этот шаг, почему он поехал воевать в Сирию, потому что не нашел в Башкирии нормальную работу, хотя бы которая оплачивалась бы в 35-40 тысяч рублей, чтобы нормально жить от зарплаты, чтобы нормально жить, а не от зарплаты до зарплаты, говорит он. И поэтому якобы он поехал воевать в Сирию, вот у него семья, ребенок и так далее. И я думаю, что мы с вами можем запустить голосование, а потом уже почитать дальше это интервью. Вот, наверное, мы его и поставим следующим образом. Вот как вы считаете, вот для вас это человек, который поехал из Башкирии воевать в Сирию для того, чтобы прокормить свою семью, так он это, можно сказать, формулирует. Вот он для вас преступник или он скорее для вас герой? 262 72 47.
вот он для вас скорее преступник. 262 72 47. Нет, он скорее для вас герой. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Для вас человек, который поехал воевать из Башкирии в Сирию в качестве наемного военного, он получал за это деньги, он скорее для вас преступник или он скорее для вас герой? 262 72 47, он скорее для вас преступник. 262 72 48, он скорее для вас герой. Ну и можно писать свое мнение на номер +7 927 304 10 51. Лилия, как бы вы ответили на этот сложный вопрос? Или, может быть, он однозначный для вас? Он неоднозначный, но я не стала бы отвечать, чтобы сейчас не заставлять принимать мое решение наших слушателей. Наверное, те, как кто... вы уверены в силе вашего слова? Нет, я, скорее всего, наверное, думаю, что люди примерно думают так же, как и я, но... Потому что это наши слушатели, слушатели «Эхо Москвы». Я ведь не на БСТ сейчас сижу перед микрофоном. Мне кажется, меня поймут те, которые немножко уже столкнулись или послушали творчество одной интересной девочки из Нижнего Новгорода. Мы на прошлой неделе говорили много про Нижний Новгород. Есть такая молодая певица Мари «Говори». И если послушать ее творчество, я думаю, будет понятно мое мнение. Я не знаю, кто такая Мария Говори. Мне очень стыдно. Нет, вам еще не стыдно. Ее очень хорошо отметил Артемий Троицкий, ей вручил премию Навальный, поэтому вам будет интересно. Я такую интригу введу. Слушать надо только в наушниках, не при детях. Но мы с супругом попытались слушать в наушниках, на что наш ребенок сказал, что она уже это творчество знает, поэтому могли бы и снять. Могли бы и снять. Но вот я думаю, мое мнение вы поймете, когда столкнетесь. Там есть пару очень сильных фраз. Ну, хотя бы вот в нескольких словах, вот о чем. Я считаю, что государство толкнуло человека на преступление. Пусть будет это таким ответ мой. Ну, такое на самом деле. Честно говоря, мнение, ведь есть жители Башкирии, которые едут, например, на север работать, и где получают зарплату. Но они даже там, извините, тюлени не убивают. Ну, они там добывают нефть. Они там добывают нефть, и я считаю, что выбор есть всегда, альтернатива есть всегда. Я вам скажу, что, наверное, послушать музыку Вагнера и попасть в компанию Вагнера намного, видимо, проще, чем попасть на север. Это я вам скажу точно. Очень сложно попасть на север на хорошую зарплату, потому что вчера, когда Путину докладывали представители компании Ямал-СПГ на федеральных каналах, что у них зарплата у рабочих от 120, а у них, у руководителей 400, надо просто почитать группу теперь тех рабочих, которые состоят ВКонтакте на Ямале, и там через строчку будет как раз тот неформат, нецензурщина вот этой молодой певицы, которые будут говорить, где вы видели эту зарплату под 120? У меня, видимо, какие-то очень богатые знакомые, но вот они действительно получают большие деньги, работая на севере. Ну, вот, видимо, мне повезло со знакомыми, им повезло с работой. Возможно, им повезло, но надо еще и учесть, что они работают, например, месяц через месяц, и месяц, который они присутствуют дома, им не платят зарплату в большинстве предприятий. Ну, если они получают, например, 1120, и поделить это на 2 месяца, получается 60 тысяч. Ну, в принципе, такое. Не меньше, конечно, гораздо, Дарья чем сейчас в всех Сирии. солдат наших в Сирии вернет, в том числе и медиков, которые будут заниматься лечением наших детей, а не бесплатным лечением в Сирии. Кто для вас человек, который поехал из Башкирии воевать в Сирии? Он скорее для вас преступник или он скорее для вас герой? Если первый вариант, то 262 72 47. Если второй, то 262 72 48. Ну, на самом деле, если давать классификацию действиям этого человека, то получается, он работает наемником. То есть он за деньги выполняет работу в вооруженном конфликте, участвуя в вооруженном конфликте. Не из каких-то идеологических, патриотических чувств, а он делает это за деньги. Но, конечно, как пояснил этот человек, он не случайно. Вот вы говорите, на север просто так не попасть. Туда тоже, на самом деле, не просто так попасть. Там, во-первых, служба безопасности, во-вторых, этот человек говорит, что он прошел Чечню. То есть он профессиональная категория людей, конечно. Еще не со школьной скамьей он туда поехал. Из его интервью
Как вам вообще пришла в голову мысль о том, чтобы поехать воевать в Сирии? Началось все с 2014 года, когда был конфликт на Украине. Я тогда обратился в ЧВК, ну, то есть в эту организацию, которая и нанимает военных, через знакомых, но мне не получилось, потому что на тот момент были некие кадровые изменения, и штурмовое подразделение, в которое я шел, расформировали. А в 2015 году, когда началась война в Сирии, это подразделение снова создали. И я поехала туда. Как семья отреагировала на ваше решение? Дочь не знала, что я воюю. В курсе были только жена и 2-3 близких человека. Жена, конечно, была против, но поняла, что со мной нельзя спорить, и смирилась. Ну, вот такое. Поддерживали ли вы связь со своими близкими? По телефону созванивались? Кстати, арабы везде обманывают, говорит человек, с той же самой сим-картой. В общем, приобрели сим-карту почти за 4000 сирийских лир, а через 2 дня ее заблокировали. Как мне объяснили, на всю жизнь им дается только 5 сим-карт, то есть продавец может на следующий день заблокировать ее и снять деньги. Все равно в голове не укладывается, что гражданский человек вдруг решает ехать на войну, говорит журналист. Отвечает ему Алексей, что я не совсем гражданский, потому что прослужил в армии не год и не 2, неоднократно был в различных военных командировках. Ну, это и ответ. Вот. На вопрос, убивали ли людей, он сказал, что не будет скрывать «да». А сколько? Он ответил, что не может сказать, сколько точно в Сирии, потому что действовали не со стрелкового оружия, а с крупного, где разлет осколков приличный. Вот рассказывает, как они... В общем, отжимали, использует он такое слово, провинцию Хомс, территорию, запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. И наши товарищи попали в окружение, мы пришли к ним на выручку. В это время террористы подали давление на нефтескважине, подожгли ее, все заволокло дымом. И стали потом они бросать гранаты в них, мы стали отступать и отошли без потерь. Я напомню наш СМС-канал +7 927 304 10 51. Тема действительно очень такая сложная. Я думаю, у вас есть свое мнение. Мы слушаем. Вот по поводу премии вы, Лилия, задавались вопросом, как ее считают и за что ее платят. Не написано, за что именно, за какие заслуги, но написано, за что могли лишить. За то, что ты отказываешься идти в бой или просишься назад домой в Россию, тогда платят только зарплату. Также премии лишают за выпивку или за употребление наркотиками. Чем вы занимаетесь сейчас? Спрашивают у Алексея. Шабашками на стройке. Пока есть еще финансовая подпитка, привезенная из Сирии. И мы с Дарьей обсуждали еще до эфира вот этот момент, который Алексей рассказал в своем интервью, что зарплату ведь платят не сразу. То есть пока он там находится, ему на карточку не переводят, и деньги семье не поступают. Только при возвращении деньги даются. И вот мы как раз с Дарьей думали над тем, а вот если он не вернется, как в этом случае? Выплачивают ли его семье что-то? Выплачивают ли его семье и возвращают ли его гроб как гроб с героем? Скажите, вы бы снова поехали на Ближний Восток, уже побывав там, узнав, что это такое? Это заключительный вопрос интервью. Деньги заманчивы, конечно, но, скорее всего, нет, говорит этот человек. Я мог остаться там, просто приехал бы в отпуск летом и вернулся потом назад. Но семья была против, и я прислушался к ней. Вот такое интервью на портале proufu.ru. Вот нам, кстати говоря, тут много чего пишут. Почитаю сейчас. Тетя Роза говорит, что сложный вопрос, трудно судить, не зная судьбу человека. Алексей нам пишет сейчас по поводу статьи Уголовного кодекса РФ «Наемничество» и по поводу наказания за нее. Да, но это вот, я так понимаю, что это Уголовный кодекс, который действует на территории Российской Федерации, а вот надо посмотреть еще законы, которые действуют там. Но насколько я вот почитала по поводу наемничества, по международному праву этот человек, например, лишается возможности признаваться военнопленным, если он попал в плен, потому что он наемник. Я напомню номер для голосования, будем подводить его итоги. Для вас человек, который поехал воевать в Сирию из Башкирии, не найдя здесь нормальную работу, он скорее для вас преступник, потому что вот он наемник, он поехал воевать за деньги, 262 72 47, или он скорее для вас герой, потому что он таким образом семью свою обеспечивал, 262 72 48. Давайте подведем итоги голосования. Оно у нас довольно однозначное получилось. 87,5% наших радиослушателей проголосовали за первый вариант, и 13,5% скорее считают такого человека героем. А мы сейчас поменяем тему.
Ну, прям буквально пару слов мы хотели сказать про премьеру балета Нуреева. Не можем обойти ее стороной. Рудольф Нуреев, человек, родители которого, отец которого родом из Башкирии, сам Нуреев здесь именно начал заниматься хореографией. Здесь, я говорю, имею в виду Уфу. Во второй школе. Да, и, в общем, этот спектакль, я думаю, нет смысла даже о нем рассказывать, о нем говорят уже очень давно и очень много. Он вызвал скандал, и вот вчера состоялась премьера. И мы тут вспомнили про то, что велись разговоры об увековечивании памяти Рудольфа Нуреева, и даже на одном из оперативных совещаний мэр Ирик Елалов рассказывал, что вот была идея назвать улицу в честь Нуреева, но люди оказались против. Это просили горожан, и они высказались против того, чтобы появилась такая улица. А мы хотим у вас спросить, не просто хотите вы или не хотите, чтобы увековечили память, а чуть-чуть посложнее вопрос поставим. Ну, не секрет, что критическое отношение к спектаклю и к фигуре Нуреева возникает из-за того, что он был открытым геем. Вот для вас то, что этот человек был открытым гомосексуалом, не стеснялся этого, это должно учитываться при решении ставить ему памятник, например, в Уфе, или не ставить. 262 72 47. Да, должно учитываться, потому что этот человек не стеснялся своей гомосексуальности, он ее, как бы, да, можно сказать, выпячивал. И, учитывая наши там традиционные ценности, наши законы, это должно учитываться. 262 72 47. Нет, без разницы вообще, какой человек ориентации. Главное, что вот он прославил Уфу своим творчеством. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Должна ли учитываться ориентация, назовем это так, великого Рудольфа Нуреева при решении, ставить ли ему памятник в Уфе, например, да? Мы возьмем памятник. Да, 262 72 47, для вас это важно, и не нужно об этом забывать. 262 72 47, нет, это абсолютно не имеет значения. 262 72 48. Я думаю, что вы что-нибудь скажете. Для меня он больше гений, чем гей. Все-таки так. И гей ведь тоже. И гей тоже. Когда... Я помню, что я жила в американской семье, и когда они неожиданно после музея Энди Уорхола спросили меня: подожди, ты ведь из Уфы, это ведь город Рудольфа Нуреева. Надо же, вот они даже знают, и они откуда мне задавали вопросы: а какие памятники стоят? Вот мы нигде не видели фотографии или открытки памятников. Может быть, у тебя есть альбом какой-то. Вы знаете, мне как-то было стыдно сказать, что в школе, в которой я училась, на фасаде этого здания есть просто табличка с упоминанием, что здесь учился Рудольф Нуреев. Действительно, нет ни памятников, нет ни улицы. А в школе как-то вот говорили по поводу его ориентации? Или это замалчивалось скорее? Как вы в начале программы заметили, я училась в советское время, Дарья. Этого слова мы тогда вообще не знали и не говорили, поэтому шаг в Европу был сделан Рудольфом Нуреевым и открыл для нас глаза на такие еще и традиции, нетрадиционные. Поэтому нет, тогда это не обсуждалось, говорили о великом танцоре. 9% наших радиослушателей считают, что важно учитывать его факт, его гомосексуальности при принятии решения об увековечивании его памяти. 91% говорят, что это абсолютно не имеет значения. Я согласна. Мы с вами прощаемся сегодня. Лилия Клюковская, Дарья Кучеренко, Никита Полянин. Да, был за звукорежиссерским пультом. Всем хорошего дня. Пока. Всего доброго.